Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Бесплатно получить землю на Дальнем Востоке и открыть на полученном участке свою гостиницу или построить жилой дом в рамках программы «Дальневосточный гектар» сегодня может любой желающий. Согласно данным Федеральной информационной системы, на Дальний Восток РФ с начала действия программы участки получили свыше 99,5 тысяч россиян. А сколько якутян стали обладателями дальневосточного гектара и как землю можно оформить в собственность? Гостья студии Нургустана Пахомова, заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия. Нургустана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Какова в целом общая статистика реализации федерального закона? Ну, в общем, да, по Дальневосточному федеральному округу у нас республика является вторым регионом, да, по количеству поданных заявлений, а по количеству заключенных договоров республика занимает первое место. Да. То есть у нас в настоящее время подано 27 943 заявления и заключено 11 543 договора безвозмездного пользования. Да. Из них переоформлено в этом году и в прошлом году 245 договоров, 15 договоров мы переоформили в аренду, и 230 граждан переоформили земельные участки в собственность. Так. В этом году мы ожидаем порядка 3,5 заявлений на предоставление земельных участков в собственность. Поэтому хотел бы предупредить граждан, чтобы не забывали и не пропускали сроки подачи заявлений на предоставление земельных участков в собственность. Какие обязанности возлагаются на гражданина для переоформления земельного участка в собственность или в аренду, предоставленного в соответствии с федеральным законом? Ну, конечно же, во-первых, это нужно освоить его, да, во-первых, освоить. Второе правило, нужно подать уведомление о выборе вида разрешенного использования. Это делается в течение года после заключения договора безвозмездного пользования. И, соответственно, после 3 лет, да, использования, в течение 3 месяцев нужно подать декларацию об освоении, да, земельного участка. И, соответственно, за 6 месяцев до наступления окончания срока договора безвозмездного пользования нужно подать заявление о предоставлении, о переоформлении земельного участка либо в аренду, либо в собственность. Это вот основные обязанности, которые должен выполнять правообладатель земельного участка. Кем подается заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду? В собственность или в аренду, конечно, подает сам заявитель, то лицо, на кого оформлен договор безвозмездного пользования. В случае, если договор безвозмездного пользования оформлен на несколько лиц, то заявление подается совместно. И здесь бы хотела обратить внимание, да, в связи с тем, что в жизни случается разное, да, в случае, если заявителя нет, соответственно, заявление о переоформлении права может подать его наследник. Соответственно, после оформления наследства по соответствии с гражданским законодательством. Какие документы прикреплять к заявлению о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду? Ну, конечно, во-первых, это само заявление, да, и прикрепляем к нему мы один документ, это уведомление об освоении земельного участка. Также обязательно прилагается паспорт, и в случае, если обращается по уполномочению, да, то доверенность. Уведомление у нас должно содержать обязательно 3 критерия, да, об освоении земельных участков. Это, во-первых, если вид разрешенного использования подразумевает строительство, там, жилого дома, еще чего-то, соответственно, должна быть выписка прикреплена из Единого государственного реестра недвижимости. В случае, если, либо технический план, если строительство не предусмотрено, то есть там сенокошение, там, садоводство, огородничество, то граждане прилагают один из видов документов – это свои расходы, да, которые должны составлять не менее 30 тысяч, либо доходы, наоборот, которые составляют также не менее 30 тысяч, либо какие-то иные документы, которые подтверждают, что они осваивают. При этом уполномоченные органы не вправе требовать какие-либо другие документы. Да? То есть у нас бывает такое, что требуют какие-то фотографии, кто-то требует еще что-то другое. Это делается все по личному волеизъявлению гражданина, да, то есть если он захотел приложить, он приложит. Конечно, если мы подтверждаем какие-то доходы, расходы, было бы желательно, чтобы были прикреплены какие-то чеки и так далее, для того, чтобы для достоверности сведений, потому что потом все это уполномоченными органами проверяется.
Можно ли подать заявление о предоставлении в собственность или в аренду земельного участка после истечения срока договора безвозмездного пользования земельным участком? Да, вот сейчас в настоящее время у нас участились случаи, когда граждане подают заявление на уже просроченные договоры. И по закону, по общему правилу закона, уполномоченный орган обязан отказать. Но здесь есть поручение Совета Федерации Российской Федерации в части того, чтобы ускорить рассмотрение федерального закона о так называемой гектарной амнистии. Поэтому мы бы рекомендовали гражданам, у которых срок прошел, да, попридержать такие заявления. А если уже заявление подано, то мы уполномоченным органам рекомендуем, чтобы они все-таки не снимали обременения с этих участков. И такие участки мы, конечно, пока включать в перечень готовых для предоставления другим лицам пока не будем. Требуется ли подача заявления от граждан, не желающих в дальнейшем использования земельного участка, полученный по программе «Дальневосточный гектар»? Ну да, это общее правило. То есть, если вы не хотите дальше этим заниматься, вы можете подать это заявление через личный кабинет на ФИС «Дальний Восток», либо само право утратится по истечении 5 лет. Как идет освоение дальневосточных гектаров в целом у нас? Да, здесь интересный вопрос. Да. Соответственно, у нас подано 2355 деклараций, да, об освоении земельных участков. То есть мы считаем, что эти участки освоены. Да. При этом есть такие вот, скажем, успешные бизнес-проекты, которые освоены. Наверное, все знают вот эти туристические базы Бестумус, Туризвоз, Лунный свет, вот то, что у нас открывается. Да, вот в основном люди вот осваивают. Есть такие у нас магазины, да, то есть автосервисы с этим. То есть 25 таких успешных бизнес-проектов, по крайней мере, мы уже насчитали. Даже школа английского языка есть. Поэтому... Ну, если говорить вот в целом, да, в какие направления чаще всего предпочитают брать? Чаще всего, конечно же, граждане у нас осваивают земельные участки, ну, скажем так, для сенокошения, да, то есть кто-то осваивает земельные участки для того, чтобы содержать конную базу, да, конебазу содержит, да, то есть сельскохозяйственное производство, оно все-таки преобладает, поэтому вот таких вот обязательных каких-то строений мы от граждан, конечно же, не требуем, да. Очень много заявлений, которые были поданы в рамках агломерации, то есть для того, чтобы там построить дачи, садоводством заняться и так далее. И у нас таких агломераций в республике сейчас 15, да. По 4 из них мы закончили освоение, то есть создали инфраструктуру. Было потрачено 173 миллиона рублей, это 89 из федерального бюджета. Ой, наоборот, из республиканского, 82 из федерального, ну и 9 миллионов там органы местного самоуправления разрабатывали документы градостроительного планирования. Сейчас по агломерациям, если рассказывать, то у нас на подходе еще 4 агломерации второй очереди. Это 2 агломерации в Хангаласском районе, Хаптагайская агломерация и, соответственно, агломерация в Кептене, в Усть-Алданском районе. Там идет такая вот фаза разработки градостроительных документов. Соответственно, мы будем прослеживать для того, чтобы потом это все было разработано, утверждено. И, соответственно, потом только после того, как это все будет сделано, возможно будет посчитать какие-то финансовые резервы, необходимые для создания дорог, прокладки сетей и так далее. Вот вы сказали о развитии агломераций, о развитии инфраструктуры этих агломераций. Вот в условиях санкций эта работа будет продолжена? Скажется ли вообще? Мы полагаем, что санкции на нас не скажутся, потому что в основном это делается нашими товаропроизводителями. Угу. Смотрите, нас смотрят очень много телезрителей. Может быть, кто-то заинтересуется программой «Дальневосточный гектар». Напомните, пожалуйста, в какие сроки нужно обращаться и куда? В какие сроки за предоставление земельного участка? собственность? В аренду или в собственность? Да? В аренду или в собственность. То есть нужно обращаться в уполномоченные органы с тем, с которым вы заключали договор безвозмездного пользования. Именно в тот орган, с которым вы заключили. Можно обратиться через личный кабинет на ФИС «Дальний Восток», можно обратиться через МФЦ, можно обратиться через подачу личного заявления непосредственно в орган, да, а можно просто заявление отправить почтой. Угу. Вот вы сказали о нескольких агломерациях. Скажите, в каких районах люди более всего, более активно берут дальневосточный гектар? Скажем так, что у нас 8 районов, в которых есть 15 агломераций. Да. Конечно, самые большие агломерации у нас в городе Якутске, да, в районе озера Пахай, да. Техтюрская и Актемская агломерация, это в Хангаласском районе, как раз сейчас там идет разработка градостроительных документов, да. Ну и, безусловно, это 2 агломерации в Мегино-Хангаласском районе, Хаптагайская и Нерктянская агломерации, в
которых вот в Хаптагайской сейчас идет разработка град-документов, по Нелюктянской пока вот готовятся только. Поэтому работа, вот она такая плановая, она все равно идет. Конечно же, у тех, кто уже подходит сроки переоформления земельных участков в собственность и нет документов градостроительного планирования, здесь, конечно, возникают вопросы, потому что как оформлять потом, чтобы двигать и так далее. Но сейчас мы полагаем, что в этих изменениях, которые рекомендованы по гектарной амнистии, все-таки это будет оговорено. Напомним еще раз о списке документов. Какие документы необходимы для того, чтобы получить дальневосточный гектар? Само заявление, прикладываем паспорт, прикладываем доверенность в случае, если это идет обращение с доверенностью, ну и уведомление само непосредственно. В уведомлении в свободной форме прописываем, как мы освоили земельный участок. Можно прикладывать чеки, можно прикладывать какие-то другие документы, фотографии, но не обязательно, в случае, если это не предполагает строительство, не обязательно прикладывать выписки из ЕГРН и, соответственно, техпланы. Техплан и выписки из ЕГРН, одно из двух, мы прилагаем в случае, если по виду разрешенного использования было предусмотрено строительство жилого дома, там какого-то другого сооружения, только в этом случае. Уполномоченный орган не имеет права требовать каких-либо дополнительных документов. Поэтому, если будут какие-то такие требования, не соответствующие законодательству, мы просим обращаться к нам в наше министерство. А есть ли какие-то сроки для подачи документов? Может быть, квартальные ограничения? Нет, таких нет. В принципе, никаких ограничений нет. Да. Ну, Нургулстан Николаевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в работе. Все, спасибо. До свидания. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.